Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на апрель 2020 года для козерогов. Посмотрим, что ждет козерогов в этом месяце. Основные события, основные энергии, которые будут влиять, на что обратить внимание. Замечательная карта старшего аркана «Звезда» у нас как главная карта месяца. 3 карты на отношения. Три карты на работу. И 2 карты на финансы. Так, карта «Звезда». Очень хорошие перспективы открываются у козерогов в этом месяце. Причем этому будет способствовать сама жизнь. Все, что происходит именно вот в мире, будет помогать козерогам проявить себя, добиться каких-то своих целей, может быть, тех, которые вы давно-давно поставили перед собой. Кроме того, вот эта карта, она астрологически связана и с Ураном, а здесь как раз происходит вот кризис, связанный у нас с Ураном, с Плутоном. И, конечно же, для вас это возможность все обернуть себе на благо. Ну, вы, козероги, вообще такие люди, которые всегда стараются думать о каком-то результате, о прибыли, о достижениях. И вот это вот ваше качество может в полной мере реализоваться в апреле. Замечательная карта для того, чтобы достичь каких-то целей, может быть, новые какие-то источники дохода появятся, причем их будет больше одного, это точно. И также, может быть, решаться какие-то вопросы, связанные с приобретением жилья где-то далеко вот от того места, где вы сейчас живете. Может быть, будут решены какие-то вопросы, связанные с дальними какими-то путешествиями. Может быть, кстати, даже и отмена каких-то путешествий, может быть, отмена каких-то авиарейсов, вот именно в апреле, да, потому что здесь вот у нас карты такие, что они говорят о том, что может такое быть. Кроме того, эта карта говорит о том, что вы в этом месяце обратите на себя внимание. Это, знаете, как ваш звездный час. Использовать нужно это время, конечно, по максимуму. Для отношений карты, для тех козерогов, которые в поиске партнера, 4 чаш у нас выпадает для них. Карта говорит о том, что есть возможность встретить человека, очень вам подходящего, который будет просто подарком судьбы. Но проблема в том, что вы можете просто на него не обратить внимания. Скорее всего, либо вы будете заняты там делами, ваши мысли будут далеко от каких-то эмоций, чувств, отношений, и вы можете пропустить таким образом человека. А он может стать вашим очень хорошим другом и как бы, ну, человек, который вот вам действительно очень хорошо подходит. То есть не только даже как партнер, но и как друг. То есть у вас такая вот, может быть, душевная близость, очень хорошее понимание. Вы вообще, вот козероги, люди, которые больше живут разумом. И вам для такого вот, как бы, для компенсации обязательно нужен рядом человек, который вот ваши чувства разбудит. И вот в этом месяце он может вам встретиться. Поэтому, конечно же, обращайте внимание на то, что вам предлагает жизнь, на тех людей, которые приводят жизнь. И вы можете даже с этим человеком создать семью на долгие годы. Для тех, кто в паре, выпадает у нас паж мечей. Карта говорит о том, что может быть очень много каких-то мелких ссор, скандалов и выяснений отношений, если вы не будете это контролировать. Это может быть и даже из-за детей. Если, допустим, у кого-то есть детки, да, может быть даже из-за них какие-то ссоры и споры. В общем, по любому поводу, видимо, какая-то ситуация такая вот накаленная, и из-за всякой мелочи может вспыхнуть вот ссора. Поэтому вот эта карта, она не для
отношений внутри семьи, в паре. Если у вас как бы такие настроения, лучше их направлять в деятельность, в работу, в обучение, в решение вопросов, связанных с финансами и так далее. То есть нужно вот в эту сторону жизни уходить. Иначе вы просто можете испортить отношения очень сильно со своими близкими. Если же вы вынуждены, вот как бы нет у вас другого варианта, кроме как находиться со своими близкими рядом, то нужно все-таки, чтобы у вас было какое-то свое такое место уединенное, да, чтобы вас никто не беспокоил, и вы там могли спокойно работать. Тогда вот вы сможете избежать каких-то споров, ссор, скандалов и так далее. А здесь вот прям неожиданные такие ситуации могут быть, но вы даже можете не успеть среагировать, можете не успеть как-то правильно себя настроить. И вот вспыхнуть может ситуация. Для тех, кто в ссоре, двойка мечей выпадает. Карта говорит о том, что либо вы вообще не захотите больше с этим человеком общаться, то есть закроете вообще эти отношения, поставите точку, потому что не сможете, допустим, ну, понимаете, что не сможете с ним жить, не сможете простить вот то, из-за чего у вас ссора. Но все-таки карта говорит о том, что дайте себе хотя бы неделю или две для того, чтобы сделать вот принять окончательное решение. Потому что вы можете пожалеть, если, допустим, вы прекратите отношения, вы потом можете как-то передумать, пожалеть. Поэтому лучше всего, даже если сейчас у вас есть такое желание, лучше остановиться и дать себе время. Может быть, не торопить события, может быть, не мириться, просто вот подождать какое-то время, либо помириться, но ну, как бы присматриваться еще к тому, что будет в отношениях происходить. Может быть, есть возможность даже договориться. Может быть, вы просто не понимаете друг друга, и нужно как-то все вывести на, ну, как бы на чистоту, поговорить, да? Чтобы было все ясно, понятно, и, может быть, даже эта ситуация разрешится для вас, и вы снова будете смотреть на жизнь вот одинаково и захотите вместе быть. Для работы. Те, кто в поиске работы, рыцарь мечей выпадает, карта говорит о том, что, скорее всего, будет необходимость проявлять вот такую активность. Очень как бы много нужно будет, может быть, очень много рассылать резюме или очень много посещать каких-то собеседований. Но вот здесь вот ваша активность, она обязательно даст плоды. То есть вы должны точно знать, чего вы хотите, вы точно должны знать, на какую должность рассчитываете и что вы из себя представляете, что вы можете предложить. И тогда вот может ваше желание осуществиться. Смотрите только, не будьте слишком уж прямолинейными, агрессивными, да, старайтесь действовать, вот искать работу старайтесь вот так, очень как бы много действий предпринимать, а вот когда вы общаетесь с работодателем, тогда немножко нужно смягчаться, да, то есть уже вот эту активность нужно будет поубавить. Для тех, кто работает, четверка жезлов, замечательная карта, которая говорит о том, что будет какая-то очень важная победа у вас в этом месяце. Четверка жезлов замечательная карта. Она говорит о том, что вы не просто достигнете цели, вы еще и получите материальное вознаграждение вот за это. Может быть, здесь, кстати, и такое достижение, которое обратит на вас внимание и вам предложит, может быть, повышение. Но в любом случае, какую-то стабильную позицию вы займете, вы уже будете на хорошем счету. Дальше у нас, кстати, может в коллективе быть какое-то событие, очень важное, да, которое на вас отобразится. Для тех, у кого свое дело, шестерка кубков, возможно, придется возвращаться к каким-то старым проектам, старым клиентам, старым друзьям. Может быть, даже придется работать из дома. Может быть, вы когда-то уже этим занимались, и сейчас вот появляется такая же возможность. Шестерка кубков – это у нас Солнце в Скорпионе астрологически. То есть, когда мы
находимся в какой-то критической ситуации, когда у нас происходит что-то от нас независящее, мы все-таки умудряемся вносить во все ясность, добиваться результата, предпринимать какие-то решительные действия. Ну, просто вот замечательная карта вот для кризиса. Это просто самое правильное поведение, какое только возможно. Кроме того, тут деньги партнера, деньги чужих людей, деньги банков. Все это вы можете использовать себе на благо. Для тех, кто работает, финансы, 7 жезлов. Карта говорит о том, что, скорее всего, ваши деньги будут зависеть от взаимодействия с другими людьми. 7 жезлов – это у нас Марс во Льве. Марс – это всегда новые какие-то планы, начинания. Это когда мы показываем свое лицо, когда мы, знаете, очень активно что-то продвигаем. И лев – это победа. Лев – это когда мы действительно принимаем заслуженные знаки внимания. И это все у нас происходит в финансах. То есть будете заслуженно получать какие-то хорошие, может быть, не просто даже зарплата, да, тут может быть как бы с каждого направления могут быть либо какие-то проценты, либо может быть оплата за каждый проект или за каждого клиента. То есть вы действительно можете очень хорошо заработать, козероги, в этом месяце. То есть будет какая-то вот в сумме очень хорошая оплата. Для тех, у кого свое дело, 3 мечей. Скорее всего, в этом месяце козерогам будет сложно. Скорее всего, вы будете очень переживать за то, что не удается реализовать какие-то договоренности. Может быть, нужны новые какие-то правила, нужно по-новому перестраивать работу, и это, конечно же, отражается на финансах. То есть вам нужно успевать везде. Может быть, сразу даже 3 направления у вас могут перестать давать ну, как бы деньги необходимые, и вас, конечно же, это расстраивает. Но карта говорит о том, что здесь просто нужно все организовать, нужно как-то перестроить ваши финансы, и все начнет получаться. Вот если здесь вот по 6 кубков мы возвращаемся к старому и как-то ситуацию меняем, то, естественно, и в финансах она тоже меняется. Естественно, что в финансах тоже могут быть какие-то сложности, потери, но все-таки вот работа будет, обязательно будут какие-то возможности новые. Вообще 3 мечей, она довольно-таки сложная карта, ее обычно трактуют как печаль, как проблемы, но это не так, потому что 3 вообще у нас цифра, которая говорит о результате о каком-то. А мечи – это у нас интеллект, разум. То есть благодаря вашим идеям вы можете получить результат. Кроме того, 3 мечей – это Сатурн в Близнецах. Близнецы – это вот наша такая бурная деятельность, коммуникации, звонки, восстановление каких-то связей. Сатурн, конечно же, нас как-то прижимает, как-то ограничивает, но это планета, которая хочет, чтобы мы серьезно ко всему относились, и вознаграждает всегда тех, кто вот именно так и поступает, кто работает, кто ответственность на себя берет, кто старается жить по закону и так далее. То есть и тогда будет вознаграждение. То есть это может быть еще и доход, может быть даже втрое больше, чем вы рассчитывали, да, вот как по результатам месяца. Но опять же, только в том случае, если вы как бы будете реагировать, если вы будете стараться сделать все от вас зависящее, и, конечно же, все будет по закону, все будет по порядку и так далее. Давайте посмотрим, какой будет совет у карт и что вы еще не знаете в этом месяце, что вот вам желательно узнать заранее для того, чтобы ситуацию как-то изменить. Это совет. Вот у вас то,
то, что вы не знаете, или, может быть, не учитываете, да, это ваши близкие люди, ваша семья. Может быть, вы рассчитываете только на себя. Может быть, вы думаете, что если вы сами себе не поможете, то никто вам не поможет. А вот карты говорят о том, что ваша сила, ваши возможности как раз в вашей семье, в ваших детях. Это все дает вам направление, это все придает сил. Кроме того, может быть помощь от семьи в плане даже, может быть, финансов. Может быть, вы не знаете, насколько вот важны для вас ваши близкие люди, и если вы сделаете их для себя как бы центром вот вашей жизни, все сразу в вашей жизни поменяется, в ваших делах, в ваших финансах. Теперь уже деньги будут приходить не на вас, да, а на вот всех людей, на всех членов семьи, которых вы считаете важными, за которых вы берете ответственность. И вот ровно столько, вот за скольких людей вы берете ответственность, ровно настолько ваша удача увеличивается и в финансах, и в деятельности. Совет на апрель Козерогам: нужно все лишнее из своей жизни отпустить. Если, допустим, что-то уходит, не нужно это держать. А если что-то уже невозможно использовать, тоже без сожаления нужно это все отпускать в своей жизни. Нужно как-то пересмотреть вот то прошлое, которое вам может пользу какую-то принести, вы можете использовать это в деятельности, да, может быть, как-то зарабатывать на этом. Вот. Но все-таки карта говорит о том, что будет желание цепляться за старое, будет желание, будет жалко вот с чем-то расставаться. Карта говорит о том, что не надо жалеть. Для того, чтобы обновилось что-то в жизни, нужно отпустить старое, чтобы на это место пришло новое. Но, конечно, если что-то еще может вам послужить, это нужно сохранить, это нужно использовать. Тем более, что есть уже опыт у вас, наверное, есть то, что вам приносило когда-то результат, приносило когда-то прибыль. Вот это и нужно использовать, карты говорят. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.